И снова всем привет! Выбрались с Романом на рыбалку на такую позднюю время, значит, без 15 минут 16 часов. Но солнышко еще вроде высоко, и мы на одном из деревенских прудов, наверное, вот так вот, по всей видимости запрессованных, черт побери, не знаю. Будем пробовать ловить, наверное, некрупную щуку. Как-то вот так у нас в планах. Собираемся. Я уже лодку спустил, а Роман еще привязывает какие-то хитрые снасти. Вот, это заводь такая, и она вроде как бы соединяется с мокшей по карте. Первый раз мы тут, понятия не имеем, что тут будет клевать, не будет клевать. Сейчас будем пробовать. Времени у нас очень мало, поэтому сейчас по-быстрому обловим вертушками, может быть, воблерами. Все, сейчас Роман заканчивает и выходим на воду. Все, я уже на веслах тут нагребаю. Роман сказал, что сам справится с лодкой. Значит, ветер. Не знаю даже куда. Да, без разницы, наверное. Даже непонятно, что здесь с глубинами, что, как. Сейчас будем пробовать. Вот здесь от травы. Наверное, сначала вертушками, а потом воблерами. Или воблерами, потом вертушками. Ну все. А вот и Роман. А вот, говорю, и Роман. Ага. И я как раз поймал окуня. Сойдет, не сойдет, не крупный. Ага, ага. А нет, ребята, это щука. Значит, огромадная щука. Значит, пока Роман собирался, я увидел поклевку окуня, он шел за вертушкой. И сейчас клюнула огромадная щука. Если есть и такая, значит есть и большая, по всей видимости. Я даже не припомню, когда такую щуку я вообще ловил в последний раз. Ну, это первая рыбка, пойманная на спиннинг Nova Twitch Sportex, который я выиграл. Значит, тест у него тут, какой у него тест? 7,27 граммов. Обловил, так обловил. Да, да, да. Разловил, так разловил, получается, вот такой вот рыбкой. Но будем считать, что это не считается. Давайте нам большую щуку. Катушка у меня, значит, Фриманс 2500, Дайва и шнур 1,2 по Японии. Да. Поставил вертушку сначала, потому что вертушка — это приманка всех времен и народов. Слушай, а здесь довольно-таки глубоко, да. Нормально, метр 3-4 есть. Ну, сейчас и воблеры попробуем. Просто хотелось хотя бы увидеть, есть поклевки или нет. Ловись, рыбка большая, маленькая. Так, и вот очередная рыба. Окунь. Такой же, как щука. Ребята, блин, вода воняет тухлятиной какой-то. Здесь, короче, жесть какая-то, блин. Значит, щурок, вот такой вот окушок попался. У Романа ни одной поклевки. Походу нас снова обманули.
Да, вот такой вот зимой таких, наверное, таскать. Прикольно. А летом бы хотелось побольше. Но он малька очень много плавает. Вот в поляриках вижу. Очень много малька. Поклевок нет, уменьшились. За вертушкой вышло у меня 2 окушка с палец. И мы тут уже начали кидать маленькие приманки. Сейчас вот подсел на крэкджек на 58-й. Окушок, но сорвался возле лодки. Да, 58-й же он. Да, 58-й. Но сорвался. Обстановка следующая. Значит, кидаем, не клюет, ничего. У Романа там была поклевка некрупного окуня, такого же маленького. Я решил на джиг попробовать, поставил маленькую резинку на 10 граммах. Вроде спиннинг нормально пробивал здесь. Глубина тоже присутствует. Ну и как вы думаете, что я поймал? Все правильно, ребята. Я поймал сеть, блин. И сеть брошенная. Поставили ее, бросили. В сети есть рыба, которая уже, естественно, протухла. Там, значит, щурок грамм на 400, карасик грамм на 200, подлещик и уже голова аж от щуки там еще одна была небольшая. Поэтому, ну и вон нахрен такую рыбалку. Все, сворачиваемся, поедем домой, возвращаемся к машине. В очередной раз убеждаюсь, что нужно ехать на проверенные места. Но хотелось и новые разведать, как бы. Ну какие? Для нас новые, а для кого-то они уже давным-давно старые. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что следующие рыбалки будут более интересные, потому что я буду рыбачить уже на своих проверенных местах. Все, пока-пока. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human. And then the world came after. And I had never questioned it. And they said it was wrong. Thank you.